Семья Эмомали Рахмона захватывает Таджикистан, должности, предприятия и заводы, а сама республика становится все больше похожей на центральноафриканские диктатуры или средневековые монархии, где родственники шаха занимают все ключевые посты. Международные СМИ разоблачили всю семью президента Эмомали Рахмона на весь мир. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. Эмомали Рахмон – бессменный президент Таджикистана на протяжении последних 27 лет. Рахмона принято называть «Ваше Величество», а его портреты украшают стены всех государственных учреждений и городские билборды. В то время как народ Таджикистана прозябает в нищете, семья главы государства и его приближенные буквально утопают в роскоши. Об образе жизни клана Эмомали Рахмона в одной из самых бедных стран Центральной Азии рассказали международные СМИ. И там решили начать с того, что объяснили, кто такой Эмомали Рахмон и почему у него такая падкость к роскоши. Сам Эмомали Рахмон родился в крестьянской семье в поселке Донгара. В юности он отучился в ПТУ на электрика, отслужил матросом на Тихоокеанском флоте и работал продавцом. В 1980-х Эмомали заочно окончил экономический факультет Таджикского государственного университета, став секретарем правления и председателем профсоюзного комитета совхоза имени Ленина Донгаринского района. Развал Советского Союза он встретил в должности директора совхоза. В 1992 году Рахмон избрался в Верховный Совет Республики и уже через 2 года победил на президентских выборах. С тех пор власть на десятилетия сосредоточилась в его руках. Глава государства любит охоту, коллекционирует антиквариат и нередко вмешивается в личную жизнь сограждан. Например, во время посещения одного из кишлаков Рахмон встретил 23-летнего сельского учителя, который прочитал ему стихи собственного сочинения. Узнав, что автор не женат, президент поручил подчиненным найти ему невесту. Свадьбу сыграли через 10 дней. Супругой педагога стала молодая медсестра. На фотографиях, облетевших страну, жена выглядела расстроенной и ни разу не взглянула на мужа. В то же время таджикские власти не распространяются о личной жизни самого президента. Официально Рахмон женат на женщине по имени Азизма. Обычно она отдыхает в резиденции Бахаристон и крайне редко появляется на публике. Оппозиционные журналисты приписывают Эмомали Рахмону романы с другими женщинами, эстрадными певицами Гулру Табаровой, Нигиной Аманкуловой, Манижей Давлатовой и некоторыми другими, однако никаких подтверждений этому нет. У президента Таджикистана 9 детей, 7 дочерей и 2 сыновей. Критики лидера сетуют, что все возможные блага и важные государственные посты захвачены семьей. Старшая дочь Рахмона Фируза – владелица компаний в строительной и торговых сферах, а также сети модных бутиков. Она же замужем за Аманула Хукумовым, выходцем из влиятельной семьи бизнесменов, ранее возглавлявшим таджикские железные дороги. Вторая дочь Азода была первым заместителем министра иностранных дел страны, а 5 лет назад была назначена руководителем президентской администрации. Она стала супругой Джамалиддина Нуралиева, занимающего руководящие посты в Национальном банке и Минфине Таджикистана. Пара познакомилась во время учебы в Мэрилендском университете. Считается, что Нуралиев владелец одного из крупнейших банков страны и пивзавода. Помимо этого, он контролирует платные дороги в Таджикистане. Третья дочь президента Рухшона занимает видный пост в таджикском МИДе, а до этого она работала в посольстве республики в Великобритании. Она замужем за крупным предпринимателем Шамсула Сахибовым, которому принадлежат компания-монополист по продаже горюче-смазочных материалов, крупный горнолыжный курорт Сафед-Дара и другие предприятия. Он также занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета республики. Четвертая дочь Рахмона – Тахмина. Она замужем за Зарифбеком Давлатовым, работающим в таможенной службе. Семья занимается импортом дорогих автомобилей, владеет ювелирными салонами, кондитерской фабрикой, сетью магазинов и одним из базаров в Душанбе. Считается, что они связаны с агентством воздушной связи, монополизировавшим продажу авиабилетов в стране. В руках остальных дочерей президента и их мужей также сосредоточены разные компании и предприятия по всей стране. Сегодня в Таджикистане процветает культ личности президента, имеющего множество наград и титулов, таких как лидер нации. К Рахмону принято обращаться «Ваше Величество», «Наш Спаситель» или «Ваше Превосходительство». Его портреты украшают стены всех государственных учреждений страны и билборды на городских улицах.
Президент не скрывает, что любит размах. В сентябре Душанбе принимал у себя саммит членов ШОС и ОДКБ. Президент устроил неофициальный банкет почетных гостей, которого принимали в его резиденции. Банкет устроили в живописном месте, где всех ожидали масштабные композиции из овощей и фруктов, дворец из яблок, груш и винограда или фонтаны из арбузов. А как вы относитесь к нашему президенту и к его любви к роскоши? Что передалось и его семье? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сайт Wikileaks со ссылкой на утечки американских дипломатических телеграмм утверждал, что семья Рахмона может быть причастна к крупномасштабной коррупционной схеме. В сообщении из посольства США в Таджикистане говорится, что Рахмон управляет экономикой страны для собственной выгоды, а его семья жестко защищает свои интересы в бизнесе, несмотря на вред общей экономике. В американской дипломатической переписке сообщается, что большинство доходов от государственной компании оседает в скрытной офшорной фирме, контролируемой президентом. В казну Таджикистана, по утверждениям дипломатов, попадает лишь малая часть доходов. В 2020 году Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал статью, в которой раскрыл подробности деятельности семьи таджикского лидера. В марте прошлого года глава государства освободил 3 местные компании от уплаты НДС и таможенных пошлин на сантехнику и стройматериалы, необходимые для ремонта оздоровительных комплексов и отелей. Известно, что 2 из них тесно связаны с семьей Сахибова, мужа 3-й дочери президента. В частности, эти компании решили перестроить лечебно-оздоровительный курорт Зумрад, построенный на севере страны. В советское время курорт славился лечебными грязями и минеральными источниками на всю Центральную Азию. 6 лет назад курортный комплекс решили приватизировать власти Таджикистана. Санаторий оценили в более чем $1 миллион. Акции комплекса за $950 тысяч купила компания Самон Сукт, имеющая отношение к родственникам таджикского лидера. А еще за $91 тысячу она получила 600 гектаров сельскохозяйственных угодий поблизости. Еще один оздоровительный комплекс Шампари продавали в 2016 году почти за $400 тысяч компании Рухавзо 2015, также связанной с кланом Рахмона. Оппозиционеры критикуют таджикские власти за то, что за последние несколько десятков лет ситуация в стране не изменилась, и народ продолжает жить в нищете. 20 лет не такой уж и маленький срок, за который нельзя было обеспечить людей газом, светом и другими благами цивилизации. Таджикистан за это время просто оказался в XIX веке. Даже в столице и крупных городах свет подается нерегулярно, не говоря уже о селах и поселках. Люди практически живут в каком-то средневековье, описал ситуацию в республике журналист и оппозиционер Тимур Варки. Так Варки описывал ситуацию почти 7 лет назад, а в 2020 году из доклада Всемирного банка стало известно о том, что уровень бедности в Таджикистане вырос в несколько раз, но не в семье Рахмона. Благополучие таджикских семей во многом зависит от переводов от близких из-за рубежа, но из-за пандемии и оттока трудовых мигрантов жителям страны перестало хватать денег. Средств достаточно только для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Власти страны рапортуют о снижении уровня бедности и улучшении экономической обстановки. Однако пандемия как будто не планирует заканчиваться. То становится понятно, почему у страны такие проблемы с экономикой, с промышленностью и свободами. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, на следующих выборах победит Рахмон или его сын? И что должно случиться, чтобы семья потеряла власть в этой стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!